Зрительный зал, фойе, буфет и многое другое. В 17-м микрорайоне Магаса активными темпами возводится новое здание Ингушской государственной филармонии. Глава Республики Ингушетия Махмуд Али Калиматов посетил строительную площадку и оценил темпы выполнения работ. Специалистами строительной организации выполнен комплекс работ, включающий земляные работы. Это срезка грунта, устройство котлована, устройство грунтовых свай. На сегодняшний день готовность объекта составляет 18,3%. Бетонирование подготовительного слоя под фундаментную плиту, возведение монолитных стен подвала, перенос инженерных сетей и другие мероприятия. Это вся площадь огороженная, его площадь? Площадь сколько гектаров здесь? 2. Всего 2. А парковка где? Парковка здесь вот лицевая сторона. Здесь, а подземная есть здесь там? Подземная нет. Парковка вот здесь. А у нас там цокольный этаж есть? Есть. Цокольный этаж, технический этаж. Давно Проектов. Сколько у тебя работников есть? На 36 человек. А вообще, когда у тебя по плану ты должен его сдать? По графику работы 27-й год, но сказали до 26. До 26 справишься. Да. А финансирование как? Финансирование в прошлом году 300 миллионов. Это свой, для выполнения у нас где-то 100 миллионов. Так. Хаймулоду Хамди, вот здесь, стройнадзора, протоколы, вице-премьер. Но мне раз в месяц хотя бы вот футбол. Строители еще Бог обижали, сбаркал алцинки. Не можете помочь, не мешайте. Вот это вот самая главная задача у нас. Укомплектация. Оснащение здания, оборудование. Полностью. Да. Пообщавшись с курирующими вице-премьерами, министрами и руководителем подрядной организации, глава региона акцентировал внимание на необходимости неукоснительного контроля качества работ на всех этапах реализации проекта для обеспечения его успешного завершения. Глава Ингушетии также оценил капитальный ремонт Центра театра, кино и креативных индустрий в столице республики. Махмуд Али Калиматов оценил качество ремонтных работ и организацию образовательного процесса в учреждении культуры. Всего в учреждении на сегодняшний день обучаются более 200 учеников. Обновленный центр располагает классами фортепиано, скрипки, вокальными и хореографическими студиями, а также студией изобразительного искусства. Также на базе центра функционирует школа креативных индустрий, в которой учащиеся осваивают видео и фотопроизводство, видеомонтаж и звукорежиссуру. Ты что-то рисуешь? Ничего себе. Это образец или вы сами? Сама? Слушай, ой. Это придуманный образ или фото? Она сама себе нарисовала. Только каре сделала, да? Очень хорошо. У нас сейчас День защиты Отечества. Вот. Мы же живем в большом государстве. И мы должны везде это где-то идти оттенком таким. Все-таки вот на это. И второе, 80 лет победы Великой Отечественной войны. Вот эти две темы, они должны красной нитью у вас должна она проходить. А тем более, когда вы творческие люди делаете, у вас это получается, вы же креативные люди, что-нибудь такое придумываете. Это очень важно сегодня. Изменения у нас идут в музыкальной культуре. Вот. Но сейчас вот очень интересно, надо, чтобы стихи были. Да? У нас же есть поэты, поговорите с ним, посидите. Вот как раз две темы эти. На обновление Центра театра, кино и креативных индустрий культуры было направлено 31,5 миллиона рублей. Капитальный ремонт, начатый в июне 2024 года, был завершен в декабре.